Слово для выступления предоставляется стороне ответчику, постоянному представителю президента Кабинета министров Молдубаеву Алмазу Талалдыевичу. Уважаемые судьи Конституционного суда, изначально мы считаем, что нормы положения указа президента об утверждении положения о порядке начисления доплат за выслугу лет не противоречит Конституции ни 24, ни 55, ни 56 статье, 24 часть 1, 55 в целом и части 2 статьи 56 Конституции. Я хотел свое выступление начать из того, что вообще вопрос, когда стал, скажем так, когда временно замещающий должность государственный служащий, постоянно исполняющий, их различие действительно она имела место быть, потому что до 7 июня 2016 года как бы в законодательстве этот вопрос был не урегулирован, в целом вообще. То есть, человек замещает, этот вопрос, он как-то не всплывал, и это не затрагивалось. На своем, например, примере, я в январе 2016 поступил на работу в Джогор Кенгеш, я исполнял обязанности девушки, которая в декрете была, исполняющим обязанности эксперта. Мне только оплачивали должностной оклад и за звание. За стаж не доплачивали. 7 июня этого 2016 года вступила новая редакция закона о государственной муниципальной гражданской службе, и там нас уравняли, и с этого периода нам начали считать зарплату за выслугу лет. Посчитали, есть комиссия по выслуге лет, да, и, соответственно, после как закон вступил в силу, было принято постановление правительства, которое определяло, как считать стаж, какие надбавки производить. Потом этот закон утратил силу. Вот последняя редакция закона, который ныне действует, там в законе уже эту прерогативу определения стажа наделили президента этим полномочиями, и, соответственно, президент утвердил полномочия. И получается, чтобы отрегулировать вот это, потому что все предыдущие акты были утрачены силы, соответственно, президент в своем последнем действующем, которые будут руководствоваться наши государственные органы, которые считают, были определены сроки. То есть, видите, если мы посмотрим это положение, вот положение называется «О порядке исчисления стажа государственной службы и муниципальной службы для выплаты процентных надбавок к должностному окладу за выслугу лет». Утверждено указом президента от 2 февраля 2022 года номер 25. Если мы обратим внимание, пункт 4. Общий стаж государственной муниципальной службы, дающий право на получение ежемесячного надбавок к должностному окладу, включаются. И вот время замещения, вот здесь идет время работы в министерствах, государственных комитетах, административных ведомствах, предприятиях, учреждениях, организациях, связанных с исполнительно распределительными функциями и состоящих на государственном бюджете Кыргызской Республики в период с 31 августа 1991 года по 17 декабря 1999 года. То есть в этот период не было закона о государственной службе, который ставил в разные положения. 17 декабря 1999 года мы впервые приняли закон, он назывался «Закон о государственной службе», и в этом законе впервые дали определение, что государственным служащим является лицо, которое на постоянной основе занимает определенную должность, исполняет. И получается, соответственно, с этого момента, получается, появилось различие. Возможно, даже я согласен сказать, что какая-то дискриминация появилась. Но это было установлено законом, основанным на нашей Конституции. И вот этот закон о государственной службе, который вступил в силу 17 декабря 1999 года, действовал, совершенствовался до 7 июня 2016 года. Вот этот период истории нашего Кыргызстана действовал закон о государственной службе, и этот закон ставил, скажем, в разное положение эти две должности, то есть кто временно исполняет обязанности и кто на постоянной основе. И это именно различие было именно связано только в определении государственных служащих, занимается лицо, которое занимает государственную должность на постоянной основе. И вот это именно определение, она, скажем так, создала вот такое различие. И, соответственно, 17 июня
вступает в силу закон о государственной, гражданской, муниципальной, о государственной муниципальной гражданской службе, и где эти вопросы урегулировали, их приравняли и начали. Соответственно, президент издает указ, именно указывает тот период, который с 31 августа, с момента независимости до вступления в закон, надо засчитать в стаж, и, соответственно, с 7 июня 2016 года. То есть здесь президент, в принципе, все сделал, потому что президент не может вторгнуться в действие закона, где правоотношения регулируются законом, сказать, нет, я отменяю закон, и надо всем посчитать. То есть президент просто исполнил закон, где в законе написано, что имеется различие. Соответственно, мы не видим здесь различия, поскольку если мы уже берем юридические основы, то, соответственно, здесь речь идет о том, что мы должны сослаться на часть 5 статьи 9 Закона о нормативно-правовых актах Кыргызской Республики, где написано, что действие нормативно-правового акта не распространяется на отношения, возникшие до его введения в действие. Исключение из настоящего правила представляет случай, когда обратная сила нормативно-правового акта или его отдельного структурного элемента предусмотрена им самим или актом о введении действия нормативно-правового акта, а также когда устраняется или смягчается ответственность за правонарушения, предусмотренные ранее. То есть в данном случае, когда идет вопросы зачета стажа, зачета выплаты надбавок, то есть это мы не можем сказать, что мы должны применить обратную силу закона, соответственно, это не наш случай. Также четко указано в самом Трудовом кодексе, где должны быть отрегулированы, потому что если какие-то споры возникают из документов, которые регулируют правоотношения, то законодательство отсылает нас к нормативному акту более высокой юридической силы. То есть, согласно абзацу 7 статьи 11 Трудового кодекса, действие закона или иного нормативного права акта, содержащего нормы трудового права, распространяется на отношения, возникшие до его введения в действие лишь в случаях прямо предусмотренных этим актом. То есть мы говорим, даже Трудовой кодекс говорит, что если какие-то правоотношения не отрегулированы, мы можем сослаться только с момента его введения. И здесь в данном случае президент, он не допустил никакого нарушения, он чисто исполнил требования законодательства Кыргызской Республики, мы здесь не видим. А в части, например, то, что наш Самат Аскарович говорит, им эти 3 года, возможно, он же говорит, что почему нам, например, когда он пришел в таможенные органы, ему 5% таможенные органы насчитали, он работал даже, возможно, в период, когда он исполнял временную должность, занимал временную должность, эти 3 года, возможно, засчитались ему, сделали 10%, потом, соответственно, посчитав эти 3 года, начислили 15%, ну, с годами. Но это действие таможенного органа, мы сейчас не можем, квалификация органов таможенной службы, и она не может быть здесь предметом, потому что нельзя сослаться на приказ органов таможни, который, возможно, был принят с ошибкой или не обратили на этот факт внимания и начисляли ему. Но с момента, когда подошел вопрос, когда ему надо оформлять пенсию, начали пересчитывать стаж, они правильно сослались на положение, утвержденное указом, и правильно дали ответ, потому что действительно в период с 17 декабря 1999 по 7 июня 2016 года стаж не должен был учитываться. Это прямо было связано и с выплатами ежемесячными зарплатой, это связано с периодом, когда можно выйти на пенсию, потому что если у него эти 3 года не засчитается, действительно, как сказал, придется еще 3 года работать. Либо, если эти насчитают, то более повышенную доплату к пенсии он получит. Да? Но это не связано с нашим предметом. Я считаю, что это должны ответить органы таможни. Как они считали, что они делают. И поэтому здесь не видим никакого противоречия, указ полностью соответствует законодательству. Да, допустим, просто в то время действовал такой закон, который предусматривал различия по замещению на постоянной основе, на временной. Это период 99 по 2016 год. А так здесь мы не видим никаких нарушений прав Акымбекова. И, соответственно, я прошу суд отказать, признать непротиворечащими. Я готов ответить на вопрос.